Дорогие друзья, у меня в руках карт-холдер. К сожалению, сегодня в магазинах мы не можем расплачиваться с помощью Apple Pay. И на помощь приходят вот такие вот штучки. Это изделие кожаное. В него мы складываем все свои карточки. Сюда вот можно положить какие-то денежки. И с помощью вот этой вот штучки можем ходить и расплачиваться в магазинах. Друзья, сегодня на нашем мастер-классе мы познакомим вас, как можно изготовить вот это вот изделие. Поможет нам в этом кожевник Данил Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите вот про это изделие и как его можно изготовить, ну, даже начинающему. Ну, начинающему мастеру можно сами такими стандартными инструментами понадобится. Так. Это получается обязательно нож. Ну, желательно, чтобы не обычный вот канцелярский, да, а чтобы был вот хотя бы фиксатор вот здесь, чтобы не виляло и чтобы было удобно пользоваться, резать. Так, для разметки линий будущего шва я использую циркуль, вот обычный самый. Вот. Потом ножницы обязательно, линейки, сликер для обработки края, это обязательно. Так, потом, ну, какие-нибудь, чтобы края вот закруглить, какие-нибудь такие круглые формы. Металлические желательно, да. Вот. И иголку обязательно, и нитку. Так, вот. Ну вот что, самые начнем? такие и стандартные, и еще пробойники. Все это можно купить у нас в Якутске, это можно или где-то заказать? Можно заказать в интернет-магазинах, можно здесь в Якутске тоже приобрести. Я видел, ну, в магазинах уже есть специально вот для кожи. Ну что, начнем? Да? А насколько сейчас вот эти карт-холдеры стали популярными? Ну, можно сказать, и когда даже работали вот Apple Pay, да, тоже были актуальны вроде как. Ну, то есть это как-то солидно так вот, Да, и пахнет компактно. кожей, да, компактно, удобно. Удобно. Место занимает в сумочке, например, Да, в любой тонкие, сумке, маленькие. да. Вот. Будем использовать кожу итальянскую, Винчи. Тут есть даже маркировка. Ух ты! А где вы заказываете кожу? Кожу я заказываю с Санкт-Петербурга, через интернет-магазин. Вот. Сейчас вроде как есть еще в наличии такие итальянские, но есть и хорошие кожи производства Белоруссии. Вот. Сначала мы что должны определиться? Мы сначала- Примерно какого размера будет, да? Да, То есть мы примерно- ориентируемся на размер нашей карты, да? Можно вот так вот Да. показать, да? На размер карты. Да, на размер карты. Ну, они все стандартного размера. Да, для начинающего, да, вот именно. Надо ориентироваться на карты. Размер карты 8,5. Мы берем запасом для шва. Вот шов где-то Да. примерно. И прибавляем. Я беру 10 сантиметров. 10 сантиметров и так, по ширине у нас 5,5. И я ориентировочно по швам беру 46 миллиметров с учетом шва. 46. 46 на 10 надо две заготовки сделать, и 10 на 77 вот. Это задняя часть? Задняя часть и передняя часть. То есть Ну, это вот как раз основа. для бумажных денег, Да, для наличности. Да, для наличных. Так, я всегда лекалом не пользуюсь, всегда делаю Индивидуально, Да, под индивидуально, каждый размер, да. да? А кожа, они уже окрашены или вот вы сами здесь их окрашиваете? Нет, они уже все окрашены, готовые. Вот данная кожа
хромового добавления Мгм. с финишным покрытием, такой с винтажным оттенком получается. Ну, то есть она такая как бы состаренная слегка, да? Да, составлено. Лезвия всегда пользуем острые, Мгм. чтобы Резать только за раз сразу, да? За раз желательно не надо, потому что там заусенец берем и потихонечку. несколько Сильно раз. нужно нажимать? Не сильно, потому что кожу ведет туда-сюда и неровно получится. Коврик у меня самовосстанавливающийся. Вот. Тоже самое необходимое. Самовосстанавливающийся это как? Если, допустим, порезы какие-то, ну, что Да. там как-то Если мелкие порезы будут, то само восстанавливается. Ничего себе. Линейку желательно держать всеми 4 пальцами, Мгм. чтобы кожу не вело туда-сюда. Мгм. И Ну, крепко держать. крепко держать. Ага. И, кстати, у нас в республике, оказывается, кожевников очень много. Ну, во всяком случае, 3 десятка точно наберется, да? Да. Вы так активно общаетесь в одном из мессенджеров, да? Да, вы, Общаетесь, состоим в обсуждаете группе. какие-то свои там профессиональные секреты, может быть, да? Да. Или... Ну, я дальше резать не буду, у меня уже заготовка есть. Да? Мгм. Вот. Вот вы уже подготовили. Подготовил. Мгм. Ну, то есть мы поняли, что примерно, не примерно, а вот точно показали, как работать нужно с куском кожи, начиная с размеров. И по размерам вы уже подготовили. Да. Сколько у нас деталей? 4 детали 4 получилось. детали. Так, потом идем, делаем закругление. Мгм. Это делается исключительно, чтобы не задирался Мгм. край. Вот. Это с помощью металлической такой штучки, да? Это как она называется? Это, Линейка. можно сказать, лекало. М. Металлическая. Режем аккуратно, по чуть-чуть. Мгм. О, сразу закругленный край получился. Да, всё. Аккуратно, очень красиво. А сколько вы уже, вот, ну, опыт у вас, сколько лет вы этим занимаетесь? Занимаюсь 2017 года. О, ну, у Вот. вас уже опыт Ага. такой солидный. А кто вы по профессии? Вот, ну, что-то ведь Я- оканчивали? Да, кончил Хабаровский дальневосточный университет путей сообщения. Мгм. Вот, учился на вагонника. Потом у меня диплом, получается, инженер путей сообщения. Мгм. Вот. Потом работал в Нижнем Бестяхе в техникуме Мгм. преподавателем. Мгм. Потом уже начал заниматься, вот, ну, в то время уже занимался кожаными изделиями. Ну и вас это как-то увлекло очень Да. совсем, да? Да. Мгм. А с чего вы взяли, что нужно вот заниматься кожей? Почему это вас так увлекло? И, ну, История очень интересная. Я после армии приехал, и так особо, ну, денег особо не было. И надо было жене на Новый год подарок сделать. Вот. И в то время она как раз хотела себе вот такую компактную, маленький кошелек, получается. И я вот подумал, посмотрел в Ютубе, как вообще делают. и решили, а маленькие. почему бы и самому такой не Да. сделать, да? Самому не сделать. Но она была рада подарку? Да, она до сих пор пользуется. Ух ты, это в каком году было? Это 2000, как раз перед Новым годом 2017 года. Мгм. Вот. И после этого как-то Вдохновились? увлекло все это дело как-то, ну, вроде как получается. Потом уже начал делать, ну, себе сделал, потом другу сделал, потом уже на 23-й заказы уже какие-то поступили. Первые заказы Первые прям сразу заказы, же, да? да? Сразу же. Здорово. То есть, получается, в течение месяца вы уже вышли на производство, да, Да, такое, можно скажем, так сказать. первое. И в Да. то время у меня не было таких инструментов вообще. Допустим, пробойника у меня не было. Я пользовался вместо пробойника обычную вилку. У меня в то время еще было
да, был циркуль и делал линию будущего шва. И вилкой протыкал, где надо делать отверстие. И уже отверстие, я уже даже не помню, чем я... Иглой, наверное. Обычным... Шилом? Нет, отверткой обычной. Отверткой, да? Да, протыкал все эти линии по одному. И... Ну, то есть очень трудоемкий такой был процесс, да? Да. А с помощью вот этого инструмента, он, во-первых, их здесь сколько тут штучек? 5 штук, да? Да, они отличаются. И то есть вы Тут сразу 5, же... вот тут Есть получается побольше. ромбовидные, да. И пробойник. по размеру они тоже разные, да? Вот, ну, ширина будущих швов, Да, как бы. и тут 5 миллиметров В общем, между. я так поняла, это вот эта вот штука для того, чтобы сделать отверстие для шва. Да, отверстие для шва. Понятно. Вот этот ромбовидный шов, вот этот очень, трудоемкий получается шов и красивый в то время. У вас уже столько теперь вот инструментов Сейчас разных. уже таких инструментов очень много, да. Вот такие вот. Вот такие швы получаются. Швы получаются, да, из такого вот. Вот. А мы будем каким делать на нашем? Мы будем изделии? таким обычным круглым пробойником. Нет, Это пробойник называется, пробойник. да? Так, и... И потом внутренний кармашек делаю трапециевидный такой, чтоб, по толщине, чтобы чутка поменьше было. Вот. И сейчас примерно определил, куда встанет, да, что ровненько, все нормально, все это было. Так. Скажите, пожалуйста, а сумки, допустим, вы изготавливаете уже? Сумки, да. Мужские, там, женские, Мужские, женские, дорожные, спортивные такие были. Даже я делал, охотничьи Ну сумку. да, да. У нас же очень много охотников. Вы, наверное, сами охотитесь? Ну, сам тоже охочусь. Ага. А вот Но обычно бывает сапожник без сапог. Наверное, егда что сам себе сделали, нет? нет, себе нет. Самому себе. Самому нет. Ну, вот. Ну, есть торока. Торока это для переноски дичи. То есть из кожи тоже, да? Да, из кожи. Ну, что-то для себя делал. Так, у Очень нас клей, да? клей. Вот это все мы приклеили, вот эту вот, она будет внутри, да, вот эта Ага, вот вот штучка, это вот эта внутри деталь. будет. Это примерно приклеиваем. Ждем, чутка, когда высохнет. Сразу пробивать не надо, потому что клей еще не высох и может забиваться вовнутрь этот пробойник. То есть мы заклеили клей момент обычный, да? Да. Или какой-то особый надо брать? Ну, кто что использует. Есть и обычный универсальный момент клея. Вот. Я пользуюсь вот столярным именно. Сколько уже изделий примерно вы сделали? Сотню, наверное, точно. Сотня? Да. А, Я вы уже даже- прям сотню даже? Да, Из- были из- даже... сотню по-любому сделал, потому что если были корпоративные заказы, вот на 23-е, на подарок заказывали, вот, там уже... А на подарок это что примерно вот такие Вот изделия? карт-холдер как раз заказывали своим логотипом. У меня есть лазерное оборудование, и То есть вы можете и прям... И, допустим, если, например, вот там супруг там своей супруги Да, решит такие заказать, тоже он может заказы какие-то были. логотипы, в смысле, ну не логотип семьи, да, конечно, но свой именные, какой-то можно именной, сказать. да, инициалы, допустим. инициалы, харсхал, обереги всякие вот, да, делают. Ну, там уже Ну, вот, допустим, фантазия. подстаканники есть. Ух ты, как красиво. Вот такая вот лазерная обработка, вот здесь вот. Харсхал, Расхал, это на... подстаканники. Подстаканники. Очень оригинальный подарок, да? Можно так сказать. Но у нас по степени сложности, как вы оцените вот то, что мы сейчас изготавливаем? Ну, Вернее, вы изготавливаете, а я наблюдаю. по степени, если так от 5, Да. где-то 3, наверное, так. То
То есть это мы уже пробили для... Пробили. Покажите. Чтоб карта вовнутрь не провалилась. Сейчас будем То есть шивать. мы отбойник. Ага. Поработали отбойником, а теперь... Так, сейчас будем. Иголка у нас получается. А игла специальная. какая-то специальная тоже, Да, да? для кожи. Для кожаных Чутка, изделий. Она Она такая тупая получается. толстенькая, тупая. Ага. Потому что как бы протыкать нам не нужно, у нас мы уже все проткнули. Все верно. То есть у нас тут важно просто... А расстояние, ну, надо провести шов, нитку. нитку. И берем нитку, определяем, ну, 3 раза вот примерно так берем. Мгм. Это у нас должно хватить. Это вы как бы размер определяете нити. А нити это тоже какие-то особые, да? Они какие-то Нитка вот, смотрите. особенная, ага, вощеная, Мгм. специальная. Для кожаных изделий. Для кожаных изделий. То есть Они это тоже можно по- заказать. Да, по толщине они тоже отличаются. Мгм. У В нас данном случае у нас именно 0,8 зависит от пробойник. толщины, да, вот диаметр каждого зубца нашего пробойника зависит игла. То есть вот сейчас у нас номер какой здесь? 0,8. 0,8. А они бывают... 1 миллиметровый. Ну, вот, Ой, это допустим, вообще такая толстенькая. толстенькая, да. Это 1 миллиметр. 1 миллиметр. А вот это 0,8, то есть меньше миллиметра. Ага. Ну и по цвету они тоже разные, да, По нитки? цвету тоже, да, отличаются. Мы можем, в принципе, и контрастную могли бы, да, Да, использовать? можно и контрастную сделать. Вот. Это Для- уже обсуждается с заказчиком в будущем. Ясно. Ну, мне кажется, то, что вы выбрали, это очень так лаконично, Да. все гармонирует по цвету. У нас тут коричневый, да, и нить у нас, соответственно. Так, а прошиваете вы... Прошиваю, сперва продеваю одну сторону, потом оставляю вот здесь нитку и проверяем, я продел ли второй вот иголкой. Проверил, все нормально, не проткнул. Все. А почему-то у нас 2 иглы здесь. Да, с двумя прошиваем сразу одновременно двумя То есть на одну нить мы вдеваем с 2 сторон иглы специально для работы с кожей. Все верно. А если сумка, допустим, она такая, ну, скажем, старенькая, потертая, и даже, можно сказать, такая где-то слегка замасленная, ну, сумка старенькая, Можно восстановить. то есть уже как бы вот я пробовала там с мылом, там как-то почистить ее, а вот это все закрасится? Ну, Нет, сейчас... наверное, да? Не, почему? Восстанавливают же сейчас. Есть специальные вот, как сказать, организации. Очистители, да? Да. Жидкая кожа есть, называется тоже. То есть обрабатывает как бы всё. обрабатываешь и зачищаешь все, да? Ага. Но я такими вещами не занимался. Пока еще не занимались. Ага. Восстановлением именно кожи занимаются. Вот. Автомобильный. Автомобильный, это имеется в виду в салон, В да? салоне, да. Вот такими. Вот. Оказывается, вот этот внутренний, то, что вы отрезали, да, вот таким вот как Трапециевидным. трапециевидный, у нас спрятался вовнутрь. Мгм. Это для чего мы сделали так? Чтоб ровно они, ну, чтоб ровно слишком вовнутрь, чтобы не Не уходили. не уходили, да. Понятно. То есть одна карта у нас вот получается как бы, ну то есть не вот там где-то рыться, да, Да, чтоб вытаскивать не по одной, а проваливался чтобы у вовнутрь. каждой был свой как бы, да, Да. свое отверстие, свой кармашек. Вот у нас получилось 3 кармашка. Мы все это приклеиваем, а потом Приклеиваем. будем еще и... Это по краю вы обмазали, да? И сейчас опять-таки этим же отбойником поработаем, да? Все верно. Сейчас уже делаем линию будущего шва. Таким образом. Аккуратненько, да? Оставляем.
И уже мы сделаем эту сторону сквозной, поэтому, чтобы не задевать вот заднюю сторону, уже вот эту правую сторону делаем отверстие. Пробойник. Когда пробиваем, туда-сюда не надо. То есть очень Держим крепко. фиксируем. Да, фиксируем. Держим прямо. Держим со всей силы. Делаем отверстие. Аккуратно, не торопясь. Вот, оказывается, как вы делаете, да? Всё. Потом уже... А сейчас вот ваши, допустим, ну, заказчики, они только из республики, ну, к вам вот пишут? У меня заказы заказывают. поступали... Есть постоянные вот клиенты с Иркутска, с Хабаровска, где я учился, вот однокурсники, друзья заказывают. Вас Друзья поддержали, друзей. да? Ага. Вот как раз первый заказ у меня поступил с Хабаровска. Одногруппница заказывала чехол для своего AirPod'а. Вот. Так. Ну вот чем хороши такие изделия? Наверное, тем, что они сделаны вручную, да? Прослужат очень долго. И они оригинальные. То есть ни у кого ты не встретишь похожую вещь. То есть мы наклеили уже для... Заднюю часть уже? Да, для задней части. Это у нас вот эта вот часть, это которая для именно бумажных денежек. А вы там не до конца же должны одну часть пробить, да? Вот эту часть не до конца. А, вы ее пробили уже не до конца. Ага. А одну часть мы пробили до конца. Чтобы... Так, вот какое-то маслице, какое-то молочко у вас или что это? Это для обработки, наружной обработки получается кожи. То есть, чтобы была такая вот... Да, чтобы водоотталкивающая была. Ну и грязь какая-то тоже, чтобы не налипала сразу. Да. Это вы по второму разу уже пошли? Ну, То есть, как чтобы только пробили, до надо конца. смотреть, да, пробили до конца или нет. Потом уже... Вот видите, у нас с одной стороны пробито, а с другой стороны у нас вот осталась как бы часть одна только Внутри. вот. Да, внутри только есть. Ух ты, вообще здорово получается. То есть по всему периметру мы пробиваем. Да? Да, по всему периметру. И вы начинаете прямо вот центра. почему-то серединки с центра. Это такое правило, всегда с центра нужно? Да, желательно надо центр рассчитать? рассчитать, чтобы здесь вот, где угол, чтобы чтобы симметрично смотрелся. Так вот. И берем вот центр. Одинарный какой-то, да? Одинарный. Центр. Это называется у нас еще раз как? Отбойник? Пробойник. А, пробойник. Пробиваем от слова. Так. Такая работа, она требует каких усилий, скажем, от мастера? Ну, аккуратность. Ну, допустим, по бисеру там надо вообще зрение такое иметь, прям вообще вот Ага. глаз алмаз. Главное, сноровка уже
Все, приходит с опытом, потихонечку начать уже. Главное начать и делать. Все, сейчас будущее, Прошиваете. да, будущее отверстие сделано, пришло. И также берем 3 раза. длину, чтобы не ошибиться. За раз все это прошить 3 раза, и можно с запасом, чтобы Да, и то есть получается, это для чего мы делаем таким образом, чтобы не ошибиться, чтобы не было узелков лишних, да, на изделии. Ну, начинаем шить. Берем, ну, начинаем, чтобы у нас было симметрично, да. Вот когда заканчиваем, мы идем, ну, делаем 2 стежка назад, тем самым заканчиваем шов. И нам, чтобы симметрично смотрелся, и мы делаем с этой стороны также. Продеваем. Все, проверяем. Не заделали. Все. То есть получается, вы у нас кожевник, ну не первый прям в республике, да, а ну один из первых. У нас же всего только 30 мастеров примерно, да, ну в республике кожевников. Можно так сказать, это так примерно. Это очень интересная профессия. Да, увлекательно. Да, вот интересно. То есть у нас не как обычно мы шьем, штопаем носок, допустим, да, вот для кожи с 2 сторон нить должна иметь иглу. Иглы у нас тупые такие, специально для кожи. Ну, в Якутске вот эти все инструменты можно приобрести или все-таки где-то надо заказывать? Иглы не знаю, а вот пробойники, Нити, наверное, нити да? уже здесь есть Можно. все это. Ага. Иголку я уже заказывал, это пару лет назад это было. И делаем такие вот движения. И все Вот. это очищаем. Очищаем чутка. И берем, допустим, для начинающего вот именно совет, берем обычный ПВА-клей. Это вместо токаноли есть такое средство для уреза, для края. И делаем такие нити. Движение, да? А для чего это вот так вот? Чтобы... От влаги защита в основном, чтоб не терся так. И смотрелся эстетично, чтобы. Ну, очень аккуратно все. Все уголочки у нас закругленные. Изделие у нас получается очень аккуратным, таким прям с таким мужским характером. Пахнет кожей. Берем сликер и сликером. Обрабатываем еще и сликером. Обрабатываем. То есть это она из дерева, да, вот это вот, как, я не знаю, оно инструмент, он, да? И из дерева сделано. Из дерева? Ну, наверное, можно кому-то заказать, да, такой сликер? Можно Или это заказать, тоже он и где-то можно продается? приобрести в обычных интернет-магазинах, тоже есть. Сейчас уже распространено все это. То есть очень многие этим увлекаются. Это очень... Даже здесь, в Якутске, можно найти сликер. Сликер. Вот и все. Последние штрихи к нашему изделию. Ну что, Данил, вы как? Вы довольны своим изделием? Я доволен. Аккуратно все. Аккуратно все. Аккуратно и Края аккуратно. да, изделие такое законченное, красивое, такое аутентичное, такое оригинальное получилось. Да, можно потрогать? Вот, дорогие друзья, что у нас в итоге получилось. И вот такой, ну, допустим, вот такой портмоне, такой небольшой, да, скажем, для наших карт хранения, можно изготовить своими руками. Друзья, вдохновляемся, пробуем.